Так, ребята, всем привет, доброе утро. Такой вот у нас сегодня автомобиль стоит. Это у нас Honda Step Wagon. Это вот про который я говорил. Это машина моего соседа. Собирается человек на море ехать. Сейчас мы ему обслужим вариатор. Вот такой шикарный автомобиль. Вместительный. Это у нас комплектация тоже спада. Вот такой вот. Здесь даже столики вот есть у него. У него салон уже побогаче, чем у прошлой, по-моему, автомобиля. То есть это уже кожа. Там был велюр, а здесь уже кожаные сиденья. Вот. Комбинированная как бы кожа получается. То есть комплектуха уже очень серьезная. Так, здесь такая же тряпочка у него, как на том автомобиле было. Салон вот такой вот. Здесь уже что-то типа под черное дерево сделано. Магнитола Газерс. Ну, в принципе, все адаптивное. Тоже круиз-контроль также адаптивный весь полностью. Регистратор стоит тут такой вот. Японский тоже от Газерса родной. В общем, шторочки, все есть вообще. Ну, то есть такая машинка семейная, хорошая. Вот. Но что это будем делать? Это, конечно же, будем чистить дроссельную заслонку. Машина также турбовая, с такой же компоновкой двигателя неудобной. Вот. Также будем менять здесь масло в вариаторе. Вот. В вариаторе масло он тоже уже купил. Все. Привез мне сам все. Тут у нас дверь такая же. Дверь, кстати, подсказали ребята на ютубе, сказали Ваку гейт называется эта дверь. Вот. Будем знать. Турбину тут тоже, оказывается, я узнал, что не обязательно ее прям останавливать. Я как и догадывался, это турбина новой вариации. Она уже электронная, эта турбина. Вот, что здесь у нас? Купил масла, ХЦФшечку, вот такую оригинальную. Вот 5 литров, короче. И на примере этого автомобиля я, наверное, покажу, как надо менять масло в вариаторе. Ну и дроссель чистить, в принципе. Но дроссель тут сильно не покажешь, потому что очень трудно вообще снимать. Там его не то что снимать, там его на видео, я имею в виду, снимать. Там его не то что на видео снимать, там его вообще снимать сложно очень. А так мне очень нравится тачка. Опять же говорю, у нее дизайн такой лютый вообще. Вот здесь типа я думал раньше, что это стекло полностью целиковое, а оказывается это черная вставочка такая. А стекло у него начинается вот отсюда, вот получается. Спойлер есть, пороги есть. Литье красивое очень, я считаю. Вот это литье мне очень нравится у Хонды. Ну, вообще машинка классная. Вот. Тут все какое-то качественное, вот такое прям серьезное, как в каком-то серьезном прям автобусе. Я не знаю, кто-нибудь ездил на двухэтажных автобусах. Вот у меня почему-то ассоциация этой двери как-то связана с чем-то, что вот у него вот это вот широкое все, там тоже такое же все, отделка широкая. Вот, ну, в общем, машина достойная реально. Кто себе купит степ-вагона, он явно не пожалеет. Вот. Вот такой вместительный автобус. Представьте, сколько сюда можно что загрузить. Сиденья, кстати, у него вот эти капитанские кресла. Они тоже, по-моему, складываться должны. Все как бы без проблем. Ну, спать, не спать. Я, по-моему, он тот рычажок складывается. Они туда падаются полностью. То есть тут можно сделать, либо отстегнуть эти сиденья можно. Они легко должны сниматься. Вот. В общем, машина-трансформер. Вот такая вот тачка. Спада. Вот мне что я говорю, еще раз нравится у него это вот эта дверь. Дверь просто вообще лютая. И так, и как хочешь вообще. Тут вот у него очень удобно. Очень низко вот это место получается. Можно, ну там, что-нибудь ложить удобно. В принципе, вот. Не надо напрягаться, поднимать слишком высоко. Какой-нибудь холодильник, допустим.
Вот, закатил его туда и все. Ну а так, по клиренсу машина, конечно, низковатая. Для Якутии, наверное. Эта машина больше городской микроавтобус. В Улусы он уже не пойдет. В Улусы, наверное, надо брать все-таки что-то типа, я не знаю, Воксика, наверное, бедового. Что-то типа такого. Вот. Сейчас загоню машину, буду сливать масло с вариатора. Ребята, что нужно для замены масла в вариаторе такого красавца? Это нужны вот такие прокладочки, вот такие у нее номера. Под описание я, наверное, оставлю. Посмотрим. Да, и в принципе и так можете на паузу ставить, да, смотреть. Это прокладки у нас идут на теплообменник, кольца. Вот большое кольцо, это на теплообменник. Все японское, оригинальное. Вот номер егошний. Одно колечко. Второе колечко. Вот номер. И третье колечко. Вот номер. Также нужна будет прокладка. Вот такая вот у нее номер. Она идет вот с такой хондовской наклейкой оригинальной. Вот такой номер. Это прокладка на поддон. Нужен фильтр на поддоне. Вот такой вот. Вот такой номер у нее, кому нужно будет. Фильтр в теплообменник. У него номер вот такой. Вот. Также масло туда льется уже не ХММФ, а ГЦФ-2. Вот 5 литров нужно примерно для замены масла в вариаторе. Вот. Так вот. Ну и что, в принципе, здесь масло меняется по принципу редуктора. То есть у него нету щупа, у него есть только заливная пробка, сливная пробка и контрольная пробка. Вот, 3 пробочки у него получается. А сначала мы сейчас сольем это масло, потом достанем, открутим полностью поддон. Там есть магниты, магниты все полностью промываются, чистятся. Меняется вот этот фильтр пластиковый в поддоне. Ставится новая прокладка. Железная вот эта вот, кстати, металлическая прокладка оригинальная идет. Не оригиналы, они бумажные, либо резиновая. Вот. Потом вскрывается теплообменник. Теплообменник у него вообще здесь, я не знаю, как мы будем это делать, конечно. Но она у него тут вот тут находится тоже. Неудобно очень. И все. И меняется вот этот фильтр в теплообменнике. В принципе, все. Все закрывается, закручивается, протягивается и заливается 5 литров ХММФ. Ой, ХЦФ-2, то есть масло. Масло только ХЦФ-2, никакое другое, только Honda Ultra. В оригинале надо его находить. Другого масла туда не пойдет. Вот. Только убьете свой вариатор. А если хорошее все заливать, вот такие прокладки ставить, ну, как бы все нормально делается, без проблем. Ну и все, и дроссель мы почистим на этом автомобиле обязательно. Потому что дроссель у него 100% грязный. Я по сканеру смотрел. Все. Также делается обучение дроссельной заслонки, как на всех Хондах, обязательно компьютером. Вот. И все. И потом вы ездите и радуетесь. Все хорошо у вас будет. В эти машины надо заливать хорошее масло. 0В20 тоже по допуску. От Моли Грина можно туда лить до хондовских масел.
те же самые Ультра Лео, Ультра Грин идет. Ну, много, короче. Главное, чтобы было 0,20. Все, Макс уже начал вскрывать, то есть снял жабо. Здесь обязательное условие открутить жабо, открутить полку. Снимается полностью все. Этот фильтр, вот этот воздушный. Снимается вся вот эта вот, заборники, аккумулятор. Откручивать надо все, что откручивается, вот, чтобы добраться до этой дроссельной заслонки. Еще и неизвестно, как мы ее сейчас будем откручивать, потому что это трэш. Ну давай, братан, вариатором займемся сначала. Сейчас, ну давай разберем ее, потом с вариатора масло снимем, ну, сольем. Потом вариатор обслужим и в конце дроссель мы с тобой уконтрапупим. Вот так вот сделаем, короче. Ну, сейчас давай сверху, что можно. Что можно открутить, то открутим, да, аккуратно. Потом Очень, я вот всем говорю, что очень аккуратно надо здесь все снимать, потому что смотрите, как стекло на этих автомобилях лежит. Вот угол. Очень легко здесь вот эту полку можно снимать, заморочиться, ну как бы и немножко отвлечься, ударить чуть-чуть, тут много не надо. Если стекло имеет скол уже какой-то, а он может иметь скол, и ты это не увидишь, да, оно может там быть чуть-чуть, и все. Либо с холода, когда машина с холода, с мороза заедет, нельзя ее сразу делать, потому что можно просто угол чуть-чуть ударить, и все стекло пойдет паутиной. Вот, стекло на них очень оригинальное, дорогое, сразу говорю, 1050-40 сразу попадете. Вот. И как бы вот такие вот нюансы. Надо об этом просто знать, помнить. Ничего не забывать. Здесь шланчик есть, который надо от на, ну как это, на брызгалку, короче. Потом и дворники снимаются. Все, полка откручивается также. Ну а так тачка прикольная, да? Вот это вот вообще спада. У него богаче комплектация. У него кожаное сиденье уже, капитанские кресла, спада вообще крутая, да. Ну она у нее цвет дорогой, это же 0,40 краска, перламутр. Обалденная краска вообще. У меня такая же краска на моем Харьке. Вот. И когда машина такая проезжает мимо, ты такой: о, ничего себе, красивая какая тачка. Сразу настроение поднимается. Когда она чистая, когда она вся в хорошем состоянии, ты просто кайфуешь от спады. Вот. Ну, конечно, скажете, что ты там, спада в последние дни. Ну, вот понравилась мне почему-то машина, я не знаю, блин. Почему-то вот ни одна машина таких эмоций не дает. Ну, разве что какая-нибудь Камри. Или там, я не знаю, что-то более дорогое, да? А эта машина-то, в принципе-то, она бюджетного сегмента, но она дает столько эмоций, да? Ну, мне кажется, это покруче Камри. Ну, она... Вот это? Да. Ну, не знаю, но она микроавтобус, она, во-первых, другого класса. Ее с Камри сравнивать очень трудно. Но она, по сути, принадлежит к классу бюджетных минивенов. Именно этих микроавтобусов. Это уже не минивэн даже, это микроавтобус. Вот. Это, я его могу сказать, что у него конкуренты Нох, Вокси, вот это вот Степвагон. Все. Дальше уже идет класс дорогих микроавтобусов. Это Альфард, Валфайр, да? Ну вот эти лайнеры. Они тойотовские, дорогие. У Хонды уже дорогих этих нету. Только что Одиссей. Но Одиссей вообще никак не микроавтобус. У него есть какая-то у Хонды. Хэтчбэк, наверное, какой-то. Не, вру. Есть еще Toyota Sienna, по-моему. Но это Toyota. Опять же, минивэн. Она чем-то с Одиссеем схожа, но на самом деле она намного круче Одиссея. Там вообще фарш полный, короче, этот Sienna. Премиальная, можно сказать, минивэн. Ну, самый у них кто президент? Наверное, Альфард. Альфард это самый такой, да, топчик. Наверное. Президентская тачка, да. Но Хайс вообще отдельная, по сути, тема. Это грузовой микроавтобус. Можно сказать, коммерческий транспорт это, по сути. То есть, эти тачки, они не коммерческий транспорт. Это домашние микроавтобусы, по сути, да? А вот эти уже брать какой-нибудь Хайсик, это уже коммерческий транспорт. Типа Ford Transit,
У него конкуренты вот такие, короче. Вот. Ну, конечно, салон бомба вообще, я тебе говорю вообще. Кармашки вот эти вот. Это же так все вот приятно, да? Смотри, тут какие кармашки проработанные. Вот телефон, пожалуйста, положить хочешь, да? Положил, воткнул его, телевизор смотришь. Вот единственное, что мне не нравится, что у него телевизора вот здесь нет, как вот в оксиках, нохах. Вот это вот фишка, да, телек. Детям же классно, да, телек, хоп. Ну и- да, конечно. Но это, в принципе, тоже решается. Можно какой-нибудь приделать самому. Но все равно. Это уже как бы колхоз. А так, столики, смотри, какие. Хоп. Ну, и там поехал. тоже столики были. Тут у него, смотри, еще какая-то штука. Это что-то вешать, что ли? Или что-то типа Не, того? это вот так ставить. А, Эти подстаканники. подстаканники. Ну, все понял. Все аккуратненько. Ну, как бы. Классная машина. Уютная очень. Сидишь тут так, пол ровный, развалился в капитанском кресле и едешь. Вот так вот. Просто сидишь, кайфуешь. Ну, вон сколько еще места. Там что-нибудь погрузить можно. Здесь кого-нибудь посадить можно. Вообще классная машина, конечно. Багажник у него здоровый какой. Ну, тут подсветка у него. А, климат-контроль есть. Тут у него вот климат-контроль, настройка так же, как в Оксинохе. Кнопочки приятные, кстати, очень такие. Вон, шикарная, такая приятная подсветка. У него, видать, вот эти лампочки есть, эти уже открываешь двери, когда, видать, они загораться начинают. Вот. Ручки у него вот такие, тоже интересные. Не как у всех решений у Хонды. Оп, поехала. Всё, аккумулятор отсоединяю. Я бы его как вторую машину взял бы. Ей-богу. Ну, аккумулятор здесь вот здоровый, кстати, стоит на степ-вагоне. Это сколько у нас ампер-то? Часов. Что здоровый. Он японский, он, смотри. Тут А, смотри. Вот 50, Наклей 80. 55-ка, да, 55-ка, N-ка. Модель у него N55-B24L. Смотри, у него какое-то тут обслуживание было. Да, 2021 год, либо замена была Япония. аккумулятора японская, да. По-моему, это замена аккумулятора была, походу, что ли. А давай переведем, что пишется. Интересно же. Давай. Че? Переводчик. Давай, фотай. Второй Пробег при установке 59. Дата установки. 2 ноября 2021 года его поменяли, этот аккумулятор. Нанесите Жидкость на эту линию на боковой стороне аккумулятора, избегая линии уровня жидкости. Ну, короче, следите за жидкостью, пишут, уровня жидкости, чтобы она была по линию. Upper level, вот она. Lower level. Upper level, вот здесь должна жидкость быть. Ну, у него, в принципе, смотри, по уровню. Четко прям. Да. Сколько километров вот она тут прошла, типа, или менять там что-то нахуй в этих километрах, Ну. или что? Ну, прикольно. Ну, короче, аккумулятор у него в 2021 году был заменен. Это значит, уже сейчас 4 года, а он уже ходит. Ну, срок службы аккумулятора где-то примерно... Вот, это типа 59. Так, 383. Опять же пробег. А, это то же самое они нанесли, короче. В 2021 году, в 11 месяце поменяли, типа. Ну, срок службы 5 лет где-то примерно. Да. Год еще он поездит. Ну, может и больше даже. 10 лет они ходят, эти аккумуляторы в России, да? Выжимают все, что с них можно. Ну, конечно. Ну. Вот. Ну, у меня 6 лет я поменял. Но он как будто умер. Угу. Но, блядь, все равно работает, нахуй. Ну. Я его проверяю, все равно 12 вольт постоянно стоит. Ну. Резина у него хорошая стоит. Радиал Минерва.
Непонятно, китайская что ли резина или японская. Минерва. Походу китайская какая-то резина что ли. Я такую не знаю. 205, 55, R17 резинка у нее стоит. Лето. Ну да, это, по-моему, на лето он Китай поставил. И, кстати, китайская резина сейчас хорошая. О, какой он, сука, тяжелый. Качественная. Жидкость тормозная по уровню. Что сказать могу? Вот так, короче, мы сняли воздухозаборник. Вот это откручивается, все снимается. Вот он, воздухозаборник. Жабо сняли, полку сняли. Вот, пыли здесь до хрена. Сразу можно от пыли все почистить. Сколько грязи, да? Вот, пока не снимешь, вообще не почистишь ничего, да? Пыли столько много. Ну вот сейчас все открутили. Хоть как-то можно хоть добраться до машины. Наша задача открутить вот эту штуку, убрать ее отсюда. Почему? Потому что дросселька здесь находится. Вот она, почти вот здесь вот. Но тут еще есть сложности. Вот эта коса мешается. Коса и два шланга будут мешаться. Да? Сейчас попробуем как-нибудь. Тут, короче, вот этот патрубок, его надо обязательно снимать. Он на двух болтах держится. Здесь хомут и там хомут. Все, вытаскиваешь. Вот эти датчики отключать надо. Фишки просто. Вот, что еще? Все, в принципе. У нас вот эти шланги потом сюда созвинем. И вон он, дроссельная заслонка. Уже я ее вижу потихонечку. Она вот. Ну, мы до нее сейчас доберемся. Все, Макс. Пошел снимать по тихой заслонку, да? Чисто на ощупь работает, да? Реально на ощупь. Как знак хули. Непонятно, что там крутится. Но крутится, да. Смотри, двигатель не открутил. Место заслонки. Короче, прикольно. Один есть. Нет, давай его сюда. Один есть. Короче, я это сделал. Кое-как достал эту заслоночку. Вот она. Вот она. И могу сказать, что она вот такая в хлам грязная. Сейчас я поснимаю пол. Так, вот. Вон стенки какие. Вот где вот место соприкосновения медальки с бочиной. Вот. Она просто по этой грязи залипает. Эта грязь, она как шлам, короче. Она залипает и все. И от этого у нее плохо работает. Сейчас мы ее почистим. Вот такая грязная. Будет чистая. С этой стороны она всегда чистая. Жестко грязная. Понятное дело. Запеним. Все, замочили мы ее. Пускай химия хавает. Короче, вот он у него вариатор у спады. Вот у него есть пробка сливная. Откручивается спокойно вообще. Так. И ну, броню надо снять, вот эту пластиковую обязательно. Тогда все в доступе будет. И где-то у него есть пробка контрольная. Она у него, по-моему... Вот я ее найти что-то не могу, эту контрольную пробку. Где-то должна быть. А, вот это что? Вот это, походу. Вот оно, наверное. Где? Вот это, наверное.
Ну, похоже, да. Ну, что-то хуй знает. Да, да, это она. Не, у меня, может, он держит? Не, ну у него больше тут ни хрена такого нету. Здесь у него точно ничего нету. Да, это, братан, она. Я ее даже вчера по схеме видел. Смотри, с уплотнительным колечком. А, ну, может быть. Вот ага. это она, да. И все, вот сливная, это контрольная пробка. И заливная у него горловина, все. Сейчас мы его сольем, ХЦФ-очку. И посмотрим, замерим, сколько сольется. Ты сколько там? 12? Попробуй ее открутить. А я уже открутил же. Нет. А, эту. Ту пробку. Давай. Это 12-я, да? 12-я. 12-я. Да это 100% она. У него получается вот уровень здесь. Сейчас я, если ее откручу, оттуда масло должно палиться, по идее. Ну, если там по уровню все находится. Вот она. А, вот оно, да. Все понятно. Вариатор. Вот она у него. Это современные вариаторы. Они вот все с такой вот контрольной пробкой идут. У них нет щупа. У них идет вот заливная пробка. Вон она. Контрольная пробка. И нижняя сливная пробка. Все, сейчас сливаем ХЦФ-очку. Смотрим, какое масло польется отсюда. Вот шайба у него. Ой, блядь. Сильно брызнула, зараза. Ну ладно, опилки насыпем. Короче, вот, ну, в принципе, масло-то в хорошем состоянии, смотри. Нормально, да. Немножко грязи собралось. Походу, тачку обслуживали. Да не, я просто, братан, она не темнеет, не чернеет. Вот вариатор не темнеет, не Да? чернеет. Ага. У него как бы износ Есть? уходит, Ну, короче, но она цвет- свойства свои теряет, а но цвет не меняется. цвет не меняется. Ну да. На, закинь туда ее на промывку, в ванночку. Я сейчас солил. Так-то четко. По идее, вот эти вот кольца надо тоже новые покупать, ставить. Ну, мы сколько делали, у нас ничего никогда не бежало. Это если совсем старые, да, которые 100 раз их туда-сюда дергали, да, а на новых машинах вообще, как бы можно их и в принципе оставлять. Ну, если их еще перетянешь, А перетянешь, да, тоже хуёво. конечно, хуёв. А если нормально закручиваешь, они все, ничего с ними не происходит, Ну, не сжимаются. короче, вот так вот. Вот, масло в вариаторе слил. Вот столько масла. 10 литров 5 где-то примерно так и есть. Так, сейчас мы немножко подсыпем опилочки. Что-то... Да все дело там. Потом уберемся. Вот такую опилку имейте. Тоже удобная штука. Ну и все, в принципе. Вот она у нас. Вариатор. Вот он, фильтр стоит. Сейчас мы его снимем. Промоем все. Отмоем. И все. Это слить надо. Макс почистил дроссель. Да, сейчас Чистенький протру такой. Ну. Тут карбик. Кстати, хороший карбик. Купил я вот такой карб-клинер AM1. Мне понравился. Дерзкий. Ну, это тоже ничего. Ну, он это, быстро уходит. Ну да, Но мне что-то не понравился, лавровский. Чистишь им, а он ни хрена, ну, как бы трудно, да. Вот этот тут лучше. У него, смотри, все отъедает. Как-то он лучше моет, мне больше понравился. И баллона на больше хватает, и по цене не так уж он, в принципе, дорогой. Но тут вот надо все промывать. Это все от масла, от грязи. Ну, сколько грязи оттуда вымывается. Масло, грязь, все оттуда уходит, потому что это места, где фильтры. Здесь собирается много грязи. Вот сколько грязи выходит оттуда. Ужас.
Ну, до такой процедуры баллона 3 карп-клинера только уходит. Ну, 2 точно. На Верочку. Далее, что, работаем с поддоном. В поддоне вытаскиваются вот эти магниты. Вот они. Они прямо отсюда вытаскиваются. Полностью промываются. От всего этого дела. Здесь тоже все карбиком промываем хорошенечко. Наверх. Короче, чтобы никакой грязи не было. Еще и продуть надо от пыли. Вот на магнитах скапливается очень много грязи. Вот это все грязь. Вот сколько ее много. Вот второй магнит. Вот тоже все грязное. Вот сколько грязи. Сейчас это все помоется. И все, будем ставить. Все, магниты чистые. Вот я их почистил. Все чистенькое лежит. Вот начинаю промывать поддон. Вот сколько грязи с него просто выходит. Она вот в этих местах, где магниты, осаживается эта грязь. Куски всякие, короче, ну много всякого дерьма. Поэтому это все промываться надо. С карбиком хорошо помою. Ну тут такой чистый должен быть поддон. Сейчас все вот это вот с него вышло. Вот уже чистенькое. Все насухо сейчас продуется. Будем ставить. Залог здоровья Хонды каждой. Это вот такая чистота. Самое главное, чтобы все было чисто. Все, посадил магнитики. Магнитики должны стоять вот так, чтобы вот это было вертикально. Вот, все. Ставится 2 магнита. Все, не болтаются, ничего. Все стоят ровно. Еще тряпочкой все вот так протрем. Вот идеально. Наш фильтр свежий. Вот он. Вот и он. И будем сейчас его ставить. Эту заглушку убираем. Уплотнительные кольца проверяем, чтобы все было на месте. Ну и все, в принципе, будем втыкать. Опа! Втыкается оно здесь спокойно. Вот тут еще сейчас подотру грязи. Эту всю. Надо будет вот эту грязь. Так, фильтр я пока что. Будем ставить фильтр. В общем, не забывайте. Вот на фильтре есть вот такая пимка. Когда вы устанавливаете новый фильтр, вот эту штуку, она вот тут вот так стоит, короче. Вот так вот. Когда вы фильтр вытащите, вы его просто уберете и про нее можете забыть. То есть про вот эту пимку. Это большой косяк. Потому что она, как бы фильтр-то садится, все нормально, закрутится, но потока давления не будет. Что-то будет не так, короче, вариатор работать не будет без этой штуки. А она снимается и переносится на новый фильтр. Вот, это очень большой нюанс. Надо про него не забывать. Все, кто обслуживает вариаторы, знаете это. А так, я думаю, что косяки были, когда ее забывали поставить, по-любому. Все, фильтр прикрутил. Важный момент, тут 2 болта, на них очень маленькая резьба. Ну, то есть тоненькая резьба, поэтому их надо прикручивать сначала от руки очень долго, витков на 5. Можно потом, если что, сорвать даже их, если ну, что-то неправильно сделать. Или на перекос тоже этот фильтр ставить нельзя. Он должен плотненько вставать обязательно. То есть такое условие основное. Тут вроде, короче, как бы все просто, но на самом деле тут очень много нюансов мелких, от которых можно попасть. С поддоном мы разобрались. Масло, ну как бы все почистили его, помыли. Магниты помыли, фильтр поменяли. Сейчас у нас этап достать теплообменник. Ну вот это самая жопа, да, на самом деле. Потому что тут капец как неудобно. У него там 3 болта или 4. 3. Крышку достаешь эту. А потом ее очень, ну как бы трудно поставить. Но у нас, братан, оригинальные прокладки. Поэтому мы сейчас не должны ебаться, так говорится. Большая. Почему? Потому что прокладки эти четкие. Они должны четко встать. Я вот ту не снимал. Я только вот эту поменял. Ну, по идее, да. А там, как бы в той коробочке,
У него была прокладка, но она слишком маленькая. Ну, на прокладка одевается у нас вот так. Да, вот сюда она одевается, прям на фильтр. Вторая прокладка, вот это я что-то не пойму, для чего она нужна. Вот это. Это теплообменники. Одна маленькая. А, там такая два, большая, да? Два. Ну, все понял. Потому что я вот не помню, что мы ее меняли раньше. Ну, как бы мы сколько этих вариаторов-то, в принципе-то, обслужили много. Но что-то не помню, короче, чтобы вот эту маленькую я ставил. Ну, они к нам приезжают редко, но мы их очень много сделали. А так ну, как бы такие работы между вариаторами очень мало у нас, в принципе. Редко бывает, заезжают, просто с дальними интервалами мы их ремонтируем. Так вот уже сколько, вот что-то этот месяц вариаторов много приезжает, да, у нас? Хонды. Макс тянется до теплообменника. Вот этот шланг, он мешает, капец как. Мы его сейчас вверх его вот так сделаем. И вот он открывается, вот он теплообменник. Тут раз, два, и там снизу еще болт. Шланги эти можно не трогать. Мы не откручиваем их никогда, да. Просто вот эти болты откручиваем и все. Оттуда вытаскивается. Ну тут трудно достать, конечно, да? Тут надо, братан, что-то. Ну-ка. А, о, попал. Все, давай, крути. Все, пошел. Достали фильтр. Старый. Вот он, грязный. Новый фильтр сейчас я поставлю. Новый фильтр. Вот здесь вот место. Туда его просто вот так чик. Под плотничком хлоп. И вставляем. Все, он сел. Нормально так сел. Ну и все, сейчас Макс поменяет там две прокладки. Еще вон, на той штуке, вон они. Вот одна и вторая. Вот одна сидит. Ага. Вторую достать надо, да? И все, и будем менять и ставить. Момент истины. Взрываем КЦФ. Хлопс. Купили с Максом вот такую воронку прикольную. Она с сеточкой идет. Чистенькая. Удобная очень. Заливаем ХЦФ2. Сейчас зальем сначала 4 литра, да? Угу. Потом пробку откроем, наверное. Угу. И будем лить, пока не польется. Ну, да. По чуть-чуть. Ну. Тихо, не капай. Сильно. Короче, куда она как-то Что пошла как-то. Ага. Ты так ее чуть в бок сделай. Ага. На бок любит она. Красивое масло. Угу. Давно она такого масла не видела. Ну, в смысле, с Японии гонялась, считай, на этом. Все, степа мы собрали почти. Макс прикручивает планку аккумулятора. Осталось затянуть дворники. Клипсы все поставили. Все на месте. Шланчики, все подключили. Дворники, писалки. Дворники выставили на уровень. В общем, все хорошо. Тут у меня вот такие резиновые штучки. Ну, это понятно. Сейчас затянем болты. Поставим. Идет сброс дроссельной заслонки. Стартовую точку мы его вернули. Все, вот она 0. Теперь запускаем машину и даем ей обучиться.
Ни одной ошибочки у нас нету. Вот. Начинает обучаться, набирает обороты, потом скинет обороты. Это нормально. Ну все, надо дать ей прогреться машинке. У спады что прикольно, что вот сделали, вот дизайн мне нравится. Вот эта вот полоска у него как неоновая, неоновый огонь. Это не светодиод, а это, короче, знаешь что? Это она берет от фар, как раньше было, помнишь, маркообразных, у них светлячки были на капотине, оптиковолокно. Оно подходило к фарам и светило светлячки. Да, здесь тоже так же, свет сюда попадает, и он вот здесь вот получается вот так ее всю полностью проэтывает. Ну, короче, классно, она не перегорает, считай, ничего, это там ни лампочки, ничего нет. Классное решение вообще. Единственное, что линзы у них вот эти вот дорогущие, не дай бог она сломается, вот это, да, это геморрой. А так вообще классно. Линзы бы, по идее, бы нафиг, леды бы сделали, лучше было бы, да? LED лампочку поменял, да и все. А так их не обслуживать. Ну, фары очень дорогие, если линза сломается. Это мантели обычные. Но Простые лампочки. есть такое в этой Хонде. Ну вот она, смотри в себя как пришла. У нее обороты уже упали на 700 почти с копейкой. Жестко в себя приходит. Сейчас посмотрим, какие у нее обороты. Ну вот, еще пока не завершилось. Но обороты у нее 800 пока. Но она еще опустит. Механик, смотри, как у него выдвигается. Удобно. Прикольно, да? Хоп, и все. А здесь у него вот так. А здесь что у него? Тоже подстаканник? Ух ты! Смотри, какой столик классный, да? Круто. Тут типа нажал его, обратно хлоп, опустил. Здесь у него ну, что-то еще. А, вот у него карман какой глубокий. Сюда что-нибудь ложить можно. Потом что у него еще? Вот эти вот мне нравятся тоже у него бардачки. Но они с лифтом, но дощелкивать надо. Вот. Ну, он как бы... Видишь, лифт какой? Прикольно. Здесь что-нибудь ложить можно, там всякие эти. Подочечники у него есть. Вот это вообще круто. Не у всех машин есть подочечники. Даже у лакшери. У меня даже, по-моему, нету подочечников. На Харьке. Вот. Зеркальце. Ну вот чё, подсветку они зажали. Вот здесь бы сделали подсветку. Было бы прикольно. Но зеркала зато большие, удобные. Что тут еще интересного есть? Лампочки у него, подсветки классные. Прям смотри-ка, приятные. Чуть-чуть так чик нажал. Она такая, как знаешь, что-то напоминает. Кнопку какую-то чего-то. Как на видеомагнитофоне, ё-моё. Вот. Ну, классная машинка. Удобная очень. Здесь вот двери можно автоматически открывать, закрывать. Можно эту функцию выключать. Тут маленький такой, с резиночкой. Приятный такой этот. Место такое, ниша типа отверстия. Ну, кто-то их как бы засирает своим этим неудобством вот этих бардачков. А мне кажется, очень даже прикольно. Столик вот этот вообще классно сделали, с резиночкой. Вот, это у него родная резиночка такая. Удобная машина вообще. Ну, подлокотник большой просится, конечно. Здесь будет что-то типа такого, холодильник бы какой-нибудь сделали бы. Ну, как бы Honda сделала, потому что вот тут у него столик есть выдвижной. Поэтому они не могли такой сделать портал. Ну, хотя бы вот до сюда бы сделали какой-то типа так вот горка и скат. И вот так вот. И было бы вообще классно. И холодос бы туда запихали. И вторую печку. Было бы круто. Зеркало вон то у него тоже интересное. То есть смотреть зону
очень удобно. Мертвую. Такие вот дела вот, в общем-то. Еще обучается, долго обучается. Ну все, прокачусь я на этом аппаратике. Посмотрим, как он едет. Пощелкаю по вариатору сначала немножко. Пусть прогонит. Потом в конце мы проверим еще и раз уровень. Пробку сетуем. Да, комфортно сидишь, сидушки комфортные вообще. Тачка кайфовая. Зеркало, кстати, вон то прикольное. Видно все в него, что там сзади происходит, вот эти вот углы все. Здесь тоже зеркало, хорошо видно, обзор четкий. Немного прокачусь, чуть-чуть совсем. Опять хатынка оживленная вся. Никаких пробуксовок, все хорошо. До 70 набрал. Спокойно едет. Ну, приятно на нем ехать, конечно. По дросселю отклик на газ четкий. Машина, то есть накатом сама идет вообще. Газ отпустил, вот она едет. Чуть дал газку, она пошла. Ну, даже по тахометру видно, как она обороты набирает. Расход упадет по-любому однозначно. Так же, как на той спаде было. Сравнивать две вот этих спады, черную и белую. Да, в принципе, вот после ремонта, после обслуживания вариатора, идут они обе хорошо. Одинаково, я бы сказал. Никаких изменений. Что та, что это. Как они ездили до этого, непонятно. Но машины очень приятные вообще в своем этом, в своей езде. Да и ездить на такой машине, блин, 50-40 километров в час, что-то такое себе. Хочется на ней притопить. Она прям просит, чтобы газу дали. Динамика у нее, конечно, лютая. Машина трассовая, ну, как бы по трассе тоже любит, видать, ездить. Так, что могу сказать? Вот такой здоровый автобус. Вон сколько места. Едешь как бы. Вообще по кайфу. Вон сколько места много. Да, летом хорошо. Жалко, что очень, что лето скоро закончится. По-японски там лопочет. Загоняем на подъемник, чтобы уровень посмотреть, потому что там неудобно. Домкратить машину надо. Зачем домкратить, когда есть у нас такая вещь? Мы все-таки не зря же его устанавливали.
Ну вот, гараж построим, будем спады такие обслуживать здесь. Так, что там дороги, сука, у нас Высоты хватит у нас нормально так. цепляться нахуй. Да, у него пороги надо, чтобы повыше было. Так ты прям за эти его тоже подымай. Ну да, все правильно. Не, пройдет. Она ее первой зацепит. Ну, Местами поднимал, только так надо. Ну, как бы хватит, наверное, чё? Еще. Нормально? Проверяем масло с Максом. Бежит, не бежит с контрольной пробки. Вот она, эта контрольная пробочка. Если побежит сейчас, то значит уровень. Все, бежит. Все хорошо. Все проверили, убедились, что все хорошо. Машина едет. Все сухо. Так, ребята, в гостях у меня вот такой автомобиль. Это у нас Accord. Honda Accord CR6. Вот такая у него силовая установка установлена здесь. Honda ERC-Dreams Technology гибрид. В общем, на этой машинке мы будем сейчас менять масло в коробке. Здесь у нас стоит роботизированная коробка. Заливается туда уже DV1. Ну, здесь робот очень крутой. Это у нас уже не как он идет на Хондах, фитах. Здесь другая совсем установка. Она как планетарная передача у нас работает. Ну и в принципе что-то похоже, что-то типа с тойотовской. Только она сделана на основе типа вариатора, что ли, вот как-то так. Вот она у него силовая установка. Это у него здесь уже полноценный инвертор стоит. У него также отдельный контур охлаждения. Отдельно охлаждается инвертор, отдельно охлаждается двигатель, электромотора. 2 штуки у него здесь. В общем, машина очень интересная. На самом деле это конкретно пуля. Вот, сейчас будем смотреть, где у него тут заливное отверстие. Я вчера про нее почитал. Будем заливать туда Honda DV1. Вот такое вот масло заливается туда уже. Не HCF, а именно ATF DV1. Для роботизированных коробок передач. Вот такие вот дела. Ну и также у нас здесь дроссельная заслонка очень грязная. Надо будет ее почистить. Дроссель у него находится вот здесь. Ну, один раз я уже на CR6 снимал. Знаю, как это делать. Все, поехали. Сюда заливается масло Honda DV1. Такое же масло, как для роботизированных коробок, как на фиты, на шаттлы, на визеля мы сюда заливаем. Есть мерное тоже отверстие, там получается контрольная пробка называется. Она у нас находится, дай-ка я покажу. Она у нас находится вот здесь. Так. Подобраться к ней надо. Вот она, короче. Это пробка. Вот ее выкручиваешь. И как только оттуда покапает, значит все. Но сюда заходит где-то 2300, 2500 максимум. Вот, сейчас мы будем заливать и смотреть. Кстати, вот эту пробку я сейчас выкручу, посмотрю. Оно это как бы, ну, покапать должно. Да, это она, вот даже надпись есть. Вот, заливаем 1,5 пока что. Заливное отверстие у него вон там находится. Ну, как показать, даже не знаю, потому что отсвечивает. Вот. Вон там оно. Есть у него щуп. Вот такой вот. То есть, по сути, по мерному щупу даже можно посмотреть. Отметка должна быть на ходе. То есть, когда на прогретом двигателе. Вот тут есть отметка ход. До него должна доходить. И это самое уровень. Сейчас заливаем. Заливаем до тех пор, пока у нас с контрольной пробки не польется.
Здесь пока ничего не побежит сейчас пока что. Ну, тут до 2 литров точно не побежит. Все то же самое, как на везеле, как на фитах, как на шаттлах, как на везелях. Ну, все то же самое почти. Только немножко робот у него другой совсем. Без всяких выжимных подшипников. Простая планетарная передача. Вот эти мотокорд, он и крутой. Они более надежные. Но есть у него тут болезнь, да, демпферный диск. Клапан ЕГР, вот он у него находится с холодильником. В принципе, он в доступе, его чистить тоже по-простому, в принципе. Но вот дроссель зато он посложнее находится, он там в развале. Все, 1,5 залили, сейчас еще будем заливать. Все, аккордику масло поменял. Этот заслонку дроссельную тоже почистил, грязная была, 100%. Сейчас стоит, обучается в сервисном режиме. Эту тачку надо как Prius 30, как и Prius, как и Toyota, надо вводить в сервисный режим. Сервисный режим у него точно такой же, как у Toyota. Вот. То есть там есть мануал в интернете, там все это описано, как его ввести в сервисный режим. В принципе. Ну вот сейчас вот обучается компьютером. Дроссельная заслоночка. Минут 15-20 поработает. И все, и можно будет пробовать машину в деле. Ну а так, аккорд классная тоже тачка вот такая. Это уже премиум сегмент. Здесь вот так вот у него все красиво. Тоже под черный мрамор или дерево. Ну, черное дерево это, по-моему, называется отделка. Вот. Коробка у него роботизированная, но она у него не такая, как на... Ну, в общем, это не люк, это не немецкая коробка, это чисто японческая коробка. Вот. Поэтому, если бы такую коробку сделали на всех автомобилях типа Везель, Фит, Шаттл и всех остальных, то горя бы никто бы не знал бы с этими подшипниками и со всей байдой. То есть вот эта машина уже серьезная. Но она по аналогии сделана технологичнее даже, чем Toyota. Тут 2 электромотора. Вот. Двигатель, установка очень тоже крутая на нем стоит. Двигатель у него совсем другой. Это не лэп какой-то там. Двигатель с обычными MPI форсунками тоже, но двигатель уже более серьезный, объемный. Так что тачка крутая. Еще здесь есть система EGR, которую тоже бы надо чистить, по идее, каждые 30 тысяч километров. Ну, на этом тачке обслуживается только система EGR, дроссель и меняются все масла. Все. Больше она мозги в принципе не делает. Редко очень, когда со свечами кто-то, с форсунками. Ну, очень редко кто попадает на эти запчасти. Конечно, все от пробегов зависит, от того, кто как машины свои эксплуатирует. Но, тем не менее, тачка очень крепкая. Это уже сегмент, конкурент все-таки Camry, Crown. Места у него вот так вот много. Очень. Салон вот такая вот велюр у него. Очень приятный велюр, хороший. Ну, как-то тачка, в общем, хорошая очень. Стопаки вот на ней вот такие серьезные. Ну все, аккордика починили, дроссель почистили. Такая вот машинка прикольная. Очень красивая машина. Давай гашетку в пол. Прям в пол. Правильно. Тачка едет.